Можно телевизор включить? Приятно, не женщина, девушка. Неужели тема вообще интересна мужчинам? Ну ладно. Хотя, в общем-то, это, наверное... Я сейчас я же мужчина, Ну, я понимаю, да, на 90% вообще просто... Это самое, да. Хотя, в принципе, я думаю, что, наверное, это и верно, и правильно, потому что менеджмент в нашем деле, что прежде всего забота. Наверное, это так. И поэтому, наверное, это логично абсолютно. Знаете, я прежде чем вообще настроиться, потому что сразу могу сказать, я не преподаю, я не читаю никогда лекции, я делюсь опытом. То есть вы от меня не услышите никаких теоретических, так сказать, знаний. Вот я никогда этому не училась. У меня 2 высших образования: консерватория по радиорежированию и наш любимый институт культуры и академия культуры, как она теперь называется, профессура драма. Вот. То есть я никогда не занималась теоретическими какими-то изучением этого вопроса. Вот. Поэтому в данной ситуации для нас больше не мастер-класс, а такой некая творческая встреча, рассказ о своем о своем опыте 32-летнем, потому что в свое время, в 90-м году, я зарегистрировала свое первое частное агентство в городе Уславном, в городе тогда уже Петербурге. И с этого все началось. Нам никто никаких знаний не давал. Вот, нам давали знания только жизнь. Вот, если я сейчас молодым людям расскажу, как это все начиналось, то думаю, что можно после этого вообще будет закончить наш мастер-класс. Тогда не было ни вот этого, ничего не было ни учебников. И более того, начиналось это все примерно таким образом. Вставали мы часов в 5 утра, вот, потому что страна большая, и разница во времени была большая. Да, и для того, чтобы дозвониться во Владивосток, узнать, например, номер телефона администратора Хабаровской филармонии, ты должен был успеть, чтобы она не ушла домой спать. Поэтому ты звонила примерно как у Владимира Высоцкого. Да? Девушка, здравствуйте, как позвать? Да? И дальше по тексту. Ты звонила, то есть у тебя была просто тетрадка, вот, и ты начинал заниматься просто сбором телефонов. Это сейчас вы можете открыть, сказать, так, главный администратор города Ступино, Московской области, да, и открыли, все посмотрели. Вот, и все, я вот тут попыталась найти деревню, в которой родился мой отец, оказывается, в Википедии уже все про нее есть. Даже такую деревню, где живет 500 человек. И так мы начинали вот это все. Расскажу сразу, чтобы вы понимали, для вас, для всех, что такое менеджмент. Ярчайший пример, который я привожу всем до одного, кто меня спрашивает, что же это такое. Когда мне было вот примерно столько лет, сколько вам, большинству из вас, вот, 27, 28, 24, я пришла, пока у нас была Борисовна Пирская, директор Малого зала филармонии, она стала работать в фонде культуры. Фонд культуры тогда только образовался в доме. Я подошла к ней, будучи уже директором телеквартета, и говорю, вы знаете, девочка молоденькая, глазки, говорю, вы знаете, я вот узнала, тут есть такой фестиваль «Давос».
Теперь я понимаю, что мы туда вошли таким боком, что это абсолютно классический фестиваль, и мы формат не подходим. Но вот узнала, знаете, как пионерка такая. И как бы вот мне найти этот фестиваль? Она, значит, сидит на меня, я стою, она сидит. Она берет вот так книжечку свою большую, всю исписанную мелким почерком, вот так вот микролисты. Вот. Знаете, Милочка, вот когда такая книжечка будет исписана номерами телефона лично вашей рукой, тогда можете считать себя менеджером. С этого началась моя биография. То есть вот это так, чтобы вот в курс дела, почему здесь сижу я, и при этом у меня нет никаких ни учебников, и я ничего не преподаю. Но я попробую сделать так, чтобы вам было сегодня этот час со мной интересно. Но прежде чем я начну этот разговор, я хотела бы все-таки, чтобы Михаил Юрьевич сказал буквально 2 вводных слова и пошел заниматься, чтобы мы сегодня вечером концерт, на который мы вас всех приглашаем. Потому что все-таки мы живем прежде всего с вами для них и ради них. И я вам объясню, почему это является главной составляющей нашего с вами дела. Ну да, я пару слов расскажу. У нас семья делится на 2 половины. Да? У нас музыкальная часть и продюсерская. Я представляю музыкальную часть артистическую. Георгий, естественно, мой директор и продюсер всех проектов. Я немножечко еще коснусь истории, слишком много у нас, наверное, истории будет, но все-таки один экскурс такой вообще сделаю, потому что надо отметить, надо четко нам понять, что у нас огромный целый период был совершенно других правил игры. У нас был другой социальный строй, у нас была другая страна, другие законы, другие правила игры, другие требования к администраторам, к продюсерам и так далее, слова такого не было. То есть мы должны понимать, что у нас прерванные традиции вот эти вот, они были совершенно другие, и сейчас, ну как сейчас, много лет мы перестраиваемся, но этот изъян, он все равно сыграл огромную отрицательную роль, потому что у нас нет традиции передачи этих знаний и опыта продюсерского на протяжении многих лет с неизменными правилами. Как бы, да? Мы сейчас что-то берем с Запада, что-то все равно все эти западные штучки, да, не совсем подходят к этому, к нам. Но это больше расскажет Инга, а я все-таки хочу остановиться на том, что на мотивации творчества и деятельности, желания, на мотивации вообще продюсера, агента, потому что все равно, как бы человек не может просто схоластически вот так вот работать, набрать какое-то количество артистов, групп, четко по каким-то правилам, по шаблонам, по какой-то таблице работать. Да. Потому что прежде всего человек должен любить то, кем он занимается, да? Любить музыку, музыкантов, артистов, художников. Любить то, с кем он работает, кем он занимается. Не равнодушно и формально продавать товар. Вот я товар, допустим, да, меня можно взять и как-то так, продался, не продался, сколько стоит, не столько, а столько, договариваюсь с вами, все. Это не на рынке банан торгает, это другая совсем история. Это музыкальные, это очень тонкие вещи, взаимодействие с артистом вообще очень сложные вещи. Вот, поэтому я говорю, хочу вот остановиться на этой моей, как бы, то, что относится к моему, да, разделу. Мотивация, то есть должен продюсер, директор, агент любить то, что он продает, с кем он работает, с кем он сотрудничает, что он пытается продвинуть. Только тогда будет результат. Всем это не только касается этого, все мы знаем, если человек не интересно, он не получается. Или получается, как-то так. Плохо, средненько. И чтобы все получилось, сложилось, надо биться вместе с артистом, вместе с актерами, биться и заниматься. Все, я вот на этом хочу остановиться. Я прошу прощения, пойду готовиться к концерту. Начнем сначала. Во-первых, я бы очень хотела вас попросить хотя бы 2-3 изначальных ответа. Вот вы пришли сейчас, вот чего вы ждете сейчас от меня? Вот от этой встречи. Вот я, знаете, хочу тон понять, просто с кем я сейчас сижу. Можете сказать просто, каждый из вас, не каждый, в смысле, 3 человека, чего вы ждете? Вот вы единственный тут мужчина присутствующий. Скажите, что вы хотите? Мне интересно о том, что вы думаете о современном менеджменте в российской культуре. Это очень интересно. Мне интересен ваш практический опыт. Потому что, в общем, правильно сказал
Михаил Юрьевич, что, собственно говоря, ни учебников нет по современному продюсированию. И абсолютно отсутствует методическая какая-то тема в этом во всем. И мы учимся только на личном опыте. И прекрасно, что вы к нам приехали, и мы можем послушать о том, какой у вас личный практический опыт вот за этим пришел. Еще кто-нибудь? Давайте просто тон зададим, понимаете, а то вдруг я начну рассказывать, понимаете, а он в смысле, просто вы приехали. Было бы интересно услышать, как вы ездите по стране, вот как дело обстоит именно в провинции. Понятно, что в Москве там немножко, в Питере другие законы, а вот когда вы приезжаете, сотрудничаете, города все-таки вот такие более провинциальные, так скажем, культуры другой. Так, и третий, допустим, давайте мы в России три. Кто-нибудь еще? Девочки молоденькие, вот, мне очень хочется, правда, молодые. Мы обучаемся на музыковедов и музыкальный менеджмент на разветвлении нашей профессии. Вот эти религиозные отделения. Ну, это так, ладно. Все, ладно, хорошо. Давайте начнем с этого. Давайте все-таки мы начнем с самого главного, что все равно сюда вы пришли в эту профессию с вами. Мы, прежде всего, должны быть замотивированы. Я тут смотрела недавно, мы ездили в Екатеринбург, там выступал, дирижировал открытие финский дирижер. Вот. И потом я смотрела его интервью перед оркестром. И он сказал, не существует просто музыки, существует мотивация. Не существует нот, существует зачем. Вот вообще, мне кажется, что с самого начала каждый из вас должен ответить на вот этот главный вопрос. И это не праздно то, что вот я тут, это лирика, потому что это более того, это настолько не теория, это настолько вообще вот как бы феерично, что такое мотив, зачем. То есть, но каждый из вас очень четко должен ответить себе на вопрос «зачем?». Почему вы сюда пришли? Зачем вам это надо? Потому что дальше за всем будет следующих 3 ступени ответов. И вот на этих 3 ступенях ответов мы с вами, собственно, и остановимся. Существует мотив, задача, просто задача, вот 7-минутная задача. Существует сверхзадача, это в театре даже, да, кто в театральном не знает, и существует сверхзадача. Вот исходя из этих 3 ступеней и из понимания того, как ты к этому относишься, и четкого глубинного понимания вот этих 3 ступеней, и будет результативность вашей деятельности. То есть вот я распределяю для себя таким образом. Первая задача, во-первых, так, мотив. Мотив – это прежде всего все равно вот тот самый артист, музыкант, да, которого вы должны найти. Как вы его должны найти? Все равно, хотите вы этого или не хотите, если я не люблю тяжелый рок, да, ну я не пойду туда. Я не знаю, для меня это так. Во-первых, мы живем в России, у нас все начинается с любви, да. Но мы не совсем, мы все равно другие люди, не надо нас все равно, да, там бизнес есть, знаете, да, о чем бы с вами не говорили, все равно говорите о деньгах, но это все равно не совсем русское название, не русская фраза, да, все равно, хотим и не хотим, мы все равно должны любить. То есть я иду сюда, я люблю балет, да, я занимаюсь балетом, я тогда глубоко проникаюсь, вот, например, мне, когда я ушла из прошлой работы, да, ну, кто только ко мне не звонил, вплоть до оперного театра. Да, вот там Юра Александр. Но я не понимаю, понимаете, уже в моем возрасте это достаточно сложно было проникнуться, ведь опера – это сразу перевоз огромной декорации, то есть это совершенно другой бизнес, понимаете, да, но для того, чтобы вообще чем бы то ни было заниматься, нужно проникнуться этим, да, а проникнуться можно, ну, конечно, можно, так сказать, методично это делать, но все равно без любви это очень сложно делать. Я вот практически не сомневаюсь, главный наш с вами постулат и закон, если хотите, по которому мы с вами будем жить, это любовь. Если вы этого дела не любите, более того, артист очень сложная природа. Как там у нас сказал наш друг, один музыкант великий, он сказал, говорит, артист кого куда не поцелует. Понимаете, поэтому мы все любим, понимаете? Если вы его не любите, более того, чем артист более талантлив, тем вы больше ему прощаете. Потому что вы понимаете, что и даже, может быть, вот эти ужасные качества, они дают ему возможность быть тем, кем он есть. Я, например, глубоко убеждена, что дирижер не может быть с хорошим характером. Знаете, если у дирижера хороший, ласковый, нежный характер, он не дирижер, он не будет дирижером, потому что это жесткая профессия, это владение большим-большим коллективом. Кстати, я дирижер, как это профессия.
Это абсолютно точно. Поэтому ты должен его любить. Поэтому мы с вами прежде всего говорим о том, что мы выбираем себе, да, кого-то, некий объект X по любви. Но не то, что, безусловно, так сказать, то есть по предпочтениям. Это первое. Значит, если мы с вами выбрали этого артиста, у этого артиста и у вас должна быть, ну, сначала задача какая первая? Он должен просто элементарно, абсолютно владеть тем ремеслом, которым он обязан владеть. Вот, вы знаете, это часто достаточно было и в прошлой тоже вот жизни. Мы собираем мастер-классы. Потому что, смотрите, мастер-классы инструментальные, приходит меньше народу, чем на моих, допустим, да? И все артисты, музыканты, подбегают и вот они, скажи вот то самое петушиное слово. Нет, ну вы знаете вы что-то, что вот я сразу стану звездой. Ничего подобного. Я говорю, а что вы здесь делаете? Идите вот сейчас, вот только что прошли классы, контрабаса, баяна, там. Вот там учитесь. Не, это мы все уже знаем. Это у нас уже все хорошо. Вот у нас тут, там, вот у Миши есть там ученик один, он уже все знает, он уже играет, он уже все в полном порядке. Он знает, как это. Это неправда. Нужно сначала владеть в абсолюте 32 фуэте. Я называю этот термин. То есть мы с вами, значит, первое — это любовь, да? Второе переходим, ну, как бы такими тезисами, да? Второе, я уверена, если нет 32 фуэте, ничего дальше не будет. Если неправильно поставлена рука, нога и так дальше, голос, ничего не будет. Это абсолютно однозначно. То есть тот музыкант, тот объект искусства, да, которым вы занимаетесь, он должен владеть абсолютно своим аппаратом. То есть это должен быть некий творец, который имеет абсолютно, то есть он где эта задача номер один решена абсолютно. Задача номер один — это то, что ты владеешь своей профессией, как минимум. Переходим ко второй задаче. Вторая задача, на мой взгляд, это то, что ты должен интересен быть кому-то, кто бы тебя еще мог слушать. То есть ты должен найти некое воспроизведение своего таланта, то есть это может быть музыка, живопись, танец, все что угодно. И это должно быть интересно кому-то. Если это, вот я такой гений, я так вообще классный, я помню, знаете, спасибо, знаете, помню, когда открыл агентство, мы же глупые были, страшно, господи, это боже мой. Я взяла объявление в газету, ищу таланты, клянусь вам, знаете, ужас какой-то. Вот. Кстати, ко мне прибежал папа Полины Сосинской. Полина тогда маленькая девочка была, а папа прибежал. Я гений. Я говорю, так, ну хорошо, гений. Мне нужна сцена, это, но я гений. То есть, понимаете, артисты все гении. Понятно, да. Вот. И, так сказать, но вы должны понять, вот тут уже начинается некое взаимодействие. Уже первая часть — это все-таки прежде всего сам музыкант, да? И как бы тут большей частью для него, что он сам по себе, как некий творческий объект. Дальше вступаете большей частью вы. Вы должны, вот мне говорят, как понять, что это будет востребовано. Но если вы думаете, что по этому поводу написаны какие-то книги, я думаю, что нет. Интуиция. Вообще, я вам скажу так, менеджмент, это можете просто вот записать, потом я это расскажу. Это интуиция, и второй менеджмент — это переговорщик. Знаете, вот если я бы тестировала при поступлении на, по крайней мере, музыкальный такой, ну, творческий менеджмент, я бы тестировала на. Если ты не переговорщик, если у тебя нет интуиции, вот я не знаю, тесты какие-то интуиции, правильно, хорошо, плохо, время чувствуешь, не чувствуешь, запахи, вот все старо, не модно, не креативно. То есть это на уровне интуиции. И она воспитывается, кстати, это вот я сейчас посмотрела, тут упустила один очень важный пункт. Я же говорю, что я буду прыгать, я же не теоретик. Это образование. Вообще образование — это основа всего. У нас сейчас, это катастрофа. Все говорят про советское образование, господа, но мы его потеряли, к сожалению. Поэтому сейчас задача ваша, вот молодые ребята, это вы сами. Если у вас нет
тяги к тому, чтобы познать, если у вас нет элементарного, знаете чего, любопытства. Вообще, знаете, это хорошее очень качество. Быть любопытным. Совать нос вот туда, куда, может быть, даже не следует. Вы должны быть любопытны, и у вас должно быть огромное желание узнать. Понимаете? Я помню, моя подруга приехала из-за границы и устроила свою дочь в университет. И потом ее забрала. Говорит, ты знаешь, там такое количество этих бездарных, ненужных предметов, которые там библиотекарское дело, такое дело. Это не так. Понимаете? Надо научиться учиться. Вот это самое важное. Потому что для того, чтобы дальше, например, делать такие концерты, которые вы сегодня услышите, прежде чем его сделать, надо, например, прочитать «Окаянные дни Бунина» и, например, «Гранатовый браслет» Куприна. Почему? Потому что это программное сочинение, так сказать, того, что вы сегодня услышите. То есть каждый, вы должны, то есть у вас должно присутствовать тот основополагающий, если хотите, образовательный багаж во всех сферах искусства, и даже не только искусства. Как вы будете потом одевать артиста, как вы будете подбирать ему репертуар. Потому что репертуар, он всегда связан с литературой, с любыми другими сводными видами искусства. Если вы этого не слышите и не чувствуете, вы ничем не сможете помочь артисту. Потому что артист должен играть, как мы уже с вами определили. То есть вот его задачу мы уже определили. Все, больше ничего не надо. Все, дальше. Пусть он 32 своих вот этих делает. Да? Вы же должны дальше ему помочь. А базового образования, как правило, нет. У меня 2 сына. У одного 2 высших образования, второй 17 лет, правда, заканчивает только Московское училище. Но я ему 24 часа говорю, читать. Ходить на выставку. Сейчас у нас вот там в Эрмитаже Лейтовская коллекция. Зачем, казалось бы, ему Рембрандт, там, да, Вермеер, Хальт, зачем он ему? Как же так? Он же будет смотреть. Это же цвет, это эстетика, это, если хотите, даже стремление быть равным. Это очень тоже важно. Потому что, знаете как, артист, если ты поставишь планку вот так, значит, ты прыгнешь вот так, поставишь вот так, будешь прыгать так, а поставишь вот там, будешь стремиться делать вот там. Но только для этого нужна быть сверхзадача. Зачем? Для того, чтобы быть интересным зрителю. Если ты не интересен сам себе, вот ты сидишь за собеседника, если ты не интересен, а зачем на тебя зритель пойдет? Ведь ты, когда сидишь за роялем, ты ведь рассказываешь что-то, да? Ты рассказываешь историю Куприна, да? Ты рассказываешь «Окаянные дни Бунина», ты рассказываешь 9-ю, и там вот слушали сейчас в Екатеринбурге 11-ю симфонию Шостаковича, да? Для этого, наверное, надо там, не знаю, прочитать Замятина, да? Там, то есть литературу того века, знать, что же тогда происходило, да? Того же самого опять «Окаянные дни Бунина». Тогда ты сможешь осознать и прочувствовать, и дирижер, который будет это дирижировать, и музыканты, которые будут это исполнять, они будут знать, про что они играют. Они будут знать, про что они играют. И мы с вами, зрители, будем тоже понимать. Потому что, в принципе, что такое любой вид искусства? Это рассказ. Рассказ, который... И этот рассказ должен быть интересен. Почему, если там, быть или не быть, Юрский читает, вы понимаете, про что он говорит? Любой другой артист, там, я не знаю, да? Ну, что-то, ну, Шекспир, ну, да, ну, хорошо, ладно, отлично, все нормально. То есть, следовательно, вторую задачу мы с вами, давайте уже от нее уже будем отходить. Это быть интересным зрителем. То есть найти совместно. Я расскажу еще ко всему прочему, что такое совместно найти. Вот мне задают вопрос, как вот за 3,5 года, давайте остановимся вот на этой задаче, потому что она, в общем-то, основополагающая. До трети мало кто доходит. Задача, так называемая, до нее очень мало кто доходит. Это удел очень небольшого количества великих творцов. Давайте поэтому остановимся еще. Вот, например, мне часто задают вопрос, да? Ну, в своей жизни я очень много брендов сделала, могу, так сказать, гордиться этим, но я остановлюсь на последнем бренде. Это вот как мы 3,5 года назад, поменяв абсолютно свою жизнь, да, и оставшись практически на дне, как за 3,5 года, уже второй раз к вам сюда приезжаем. Как же так вот случилось, да? Ну, давайте разберем просто вот на этом ярчайшем примере с вами то, что я сейчас до этого говорила, сколько, 15 минут. Первая задача, да, которую мы с вами определили, она есть. То есть
С точки зрения техники, да, абсолютно, да. Образование, абсолютно, да. То есть 32 ФУТ, верьте. Тяжко 57, но верьте. Крутим. Значит, эта задача решена. Теперь мы должны были, и вот с этого мы и начали. Когда мы вот остались, да, я говорю, ведь 32 ФУТ ты крутить можешь, пока есть сила. Следовательно, это похоронить нельзя. Бренд, созданный Лысина, это очень важно, я буду с вами говорить, вот сейчас я начну тут листать, вот эти совершенно практические какие-то уже вещи, которые мне не меньше интересны, нежели чем то, что я сейчас вам говорю. Вот это основа. Если мы с вами сейчас вот эту основу поймем, все остальное это семечки, остальное мы наймем с вами людей, которые это сделают, все чушь. Понимаете? Для этого есть специалист, который высшее образование получает вообще в институте. Вот. И нам нельзя это похоронить? Нельзя. Нам нужно это отдать людям. Нужно. Тебе есть что сказать с таким огромным опытом? Началось, например, просто даже с той же самой «Ля Серенады», которую мы играли с Вальсом Янсенсом. Я говорю, тебе есть что сказать? Это же все. Тебе есть Штирлица, ты же играл, и тебе есть что сказать в тех каденциях, которые ты всегда вызывали бис там, в той же «Цыганочке», в «Очах» там, и тому подобное. Именно они тогда аплодисменты вызывали, так сказать, у публики. Как мы это можем с тобой похоронить? Не можем. Да? Значит, у нас появляется мотив. Мы должны это что? Мы должны, то есть, и более того, ты же помнишь, это же нравилось людям. Ага, вот идет, понимаете, я вам рассказываю ход мысли. Это ход мысли, который должен быть у вас. Да? Когда вы говорите, там, не знаю, о Ивану Ивановиче Иванове или еще каком-нибудь пианисте, значит, это нужно людям. Следовательно, мы должны это что сделать? Дать этому жизнь. Следовательно, появляется вторая сверхзадача. Следовательно, нам нужно это отдать публике. Вот тут вступают следующие законы. Значит, нужно что? Нужно создать в первую очередь интересный репертуар. Господа, это вообще, я вот сегодня говорила с Марией, вообще, на мой взгляд, сегодня репертуар это самое главное. На этом валится практически 70-80% взлетающих артистов, и потом начинается только грязное белье и, так сказать, всякие разные там. Понимаете, да, о чем я говорю? Газетенки, разводы и все такое. Когда заканчивается репертуар. Пока ты будешь находить тот самый... Что такое репертуар? Это рассказ. Опять с вами прикол к тому же самому. Рассказ. То есть я рассказываю вам истории. Вот если вам сейчас неинтересно меня слушать, вы встанете и уйдете, правильно? Если вам интересно меня слушать, скажете, вот пришла, что-то вещает тут, или я ничего не понимаю, про что идет речь. Как кино иногда. Ты смотришь, включаешь утром телевизор, начинаешь смотреть кино современное. Сидишь 20 минут. Утром говорить не хочется. Смотришь телевизор, просто тупо. И говорю, слушай, про что идет речь? 20 минут. Люди разговаривают. Я никак не могу понять, про что идет речь. Непонятно. Да? То есть невнятно и непонятно. Поэтому репертуар это практически самое главное, то, с чем выходит, неважно, балет, не балет, хоть как здесь душно, может быть, где-нибудь какие-нибудь окна, я так уже чувствую, у меня голова кружиться начала. Даже сейчас разговор, какое-нибудь окошечко вот там вот откроется, потому что просто я что-то еще так эмоционально. Вот, понимаете, да? Следовательно, пошла какая тема главная? Это репертуар, создание репертуара. Сначала взяли репертуар старый, который, кстати, сейчас отказались, осталось только 2 произведения из старого репертуара. Это «Ля Серенада» и «Очи». Потому что он действительно реально качественный. Все остальное это уже бирюльки, вот даже здесь должны были Штирлица играть, уже отказались от Штирлица, потому что выросли. Понимаете, да? Как важно. То есть ты, почему ты вырос, и ты ведь тащишь зрителя за собой. Это очень важно. Зритель, вообще зритель, давайте еще чуть-чуть про зрителя. Это очень важный момент, и это можно даже записать. Зритель в зале хочет быть умным. Это очень важно. Вы понимаете, что зритель не хочет быть идиотом. И если вы не попадаете в его поле понимания, это крах, это все. Но, с одной стороны, вы должны не опуститься до уровня, как вот это у нас, это катастрофа. 3 аккорда, это, конечно, передача, это все, мы приехали. Это вот самое страшное, что может быть вообще на экране. Помните, да, вот этот ужас. То есть мы не должны опуститься с одной стороны до вот этого, а с другой стороны мы не должны уйти в тот
я вот решил, знаете, вот написать. Вот так. Понимаете? То есть мы должны балансировать, потому что мы все равно с вами занимаемся образованием. И это очень важно. То есть мы должны, вот сегодня в концерте, мы с одной стороны дадим современную музыку. Кстати, очень понятно. А почему понятно? Потому что знаем сюжет. Мы вам расскажем рассказ, который вы поймете. Да? А с другой стороны, мы вас, конечно же, развлечем немножечко. Ну как это? Зрителей любить надо. Это же наше все. Вообще зритель, надо его... А то я очень, конечно, не буду называть фамилии. Уже вышел там какой-то был концерт, спел. Не нужно было это. 4 песни Малера. Выходит, а зритель как немножко офигел. Он вообще сидит за столами. И вообще было совершенно что-то такое полегче. Говорит, ничего, пусть слушают. Так нельзя. Зритель, это ведь это то, что ради кого мы это делаем. Либо тогда сиди дома, цепи свою папу, маму, бабушек, дедушек, играй им. Если ты вышел на сцену, значит, ты должен с ним быть в диалоге. Следовательно, репертуар. И вот мы сразу начали. Первое – это композиторская музыка. Сегодня вообще я считаю, что время композиторской музыки. Я буду расскажу вам тоже, вот в следующем году я, например, делаю конкурс композиторов для национальных оркестров. Потому что, почему? Нам нужно искать новый язык. И вот эти все переделки, перевертыши, такие кроссоверы, такие соединения Моцарта с Шаинским, все эти мотивчики, на мой взгляд, они уже уходят. Сегодня уже другой век. Люди хотят быть более умными. И все-таки это профессия, это время профессии. Вообще приходит, мне кажется, время профессионалов. Смотрите, везде всюду говорится о том, что мы уже дилетанты должны уйти в никуда. Вот. И мы нашли несколько композиторов и сделали знаковые произведения. Потому что когда ты звонишь куда-то и начинаешь вести переговоры, это следующий закон. Когда ты начинаешь вести переговоры с кем бы то ни было, с любым человеком, от которого ты хочешь добиться чего-то для себя, то есть ты начинаешь говорить для себя. Но ты должен говорить так, чтобы это нужно было ему. Если ты не находишь мотива и не находишь предмета, интереса своего партнера, можешь считать все, ты ничего не сделал. Потому что все время бегут, говорят, вот я клянусь вам, мне даже до смешного. Да нет, у нас все есть, мы все хорошо, классно делаем. У нас вот нет только такой, как вы. Или как ты, там неважно, у нас по-разному. Да? Это неправда. Значит, чего-то не нашли. Значит, вот неинтересны. Более того, когда мне говорите, начинаете со мной разговаривать, сделайте так, чтобы мне было интересно. Лично мне. Вот я сейчас пытаюсь вам сделать интересно. Основная моя задача, вот я сейчас сижу, я все отвечаю там много для себя, хотя, в принципе, иногда открываю для себя какие-то вещи, но, по большому счету, я сейчас разговариваю с вами и хочу сделать, чтобы было интересно вам. Я не хочу, чтобы вы спали, да? И поэтому энергетически, мысленно, да, я делаю все возможное, да. То есть я смотрю каждому из вас в глаза, уже почти с каждым из вас я поздороваюсь, да. Мне нужно то же самое сцена, то же самое репертуар. И если я делаю, допустим, вот сейчас будет премьера, следующая, надеюсь, через год, в 2020 году, мы увидимся с ней, «Граф Суворов. Взятие Исмаила». Все боитесь, как актер, выходит лысый, импозантный, брутальный, да, играет «Граф Суворов». Все понятно, да? «Взятие Исмаила», значит, это что-то турецкое, значит, что-то острое, не размытое, не распластанное, значит, что-то такое будет, да? Вот все равно эмоционально. Теперь надо создать афишу. Следующий наш с вами этап – это облицовочка. Вот знаете, как мы сделаем? Смотрите, я сейчас скажу вам про сверхзадачу, потому что она очень короткая, и больше мы к ней не будем. А вернемся на вот эту вот сверхзадачу. Значит, и потом я уже вот это вот буду все вам показывать. Значит, сверхзадача – это удел, будем говорить, немногих, великих, и, если хотите, удел гениев. Сверхзадача – это остаться в истории. Это тогда, когда я уже интересен не только публике, а я сделал нечто, что является неким достоянием времени. Не люблю, когда там у нас некоторые, мы знаем кто, говорит, я достояние страны. Это ужасно. А достоянием время само решит, кто является достоянием. Но если ты четко существуешь в рамках профессии А,
в рамках зрителя Б, в рамках идеи и идеологии 3, я уверена в том, что это останется в истории. Если мы вернемся к нашей прошлой жизни, да, я считаю, что коллектив, в котором мы проработали 29 лет, Телемквартет, останется в истории. Почему? Потому что он Юрий Гагарин. Они были первыми. Вопрос другой, кто чем заканчивает, это вопрос следующий. Но они были первыми, и они останутся в истории. То есть остаются те, кто открыл что-то первым. Понимаете? Раз. Остаются те, кто написал что-то, ну что такое идея, да, там, произведение, там, да, на корпусе воржи. Написал, кстати, честно, Целлинджера, в общем, так, давайте говорить, одно произведение, но он его написал и остался в истории, да. Это что-то, нечто, создание некой идеи, где ты был первым, да. Вот это сверхзадача. Я вам больше того скажу, не побоюсь быть нескромной, но Михаил Юрьевич тоже первый. Понимаете, то есть вот, ну не было до этого солирующих контрабасистов. А это не важно, что это смешно кому. Кто скажет, вы что, с ума сошли? Солирующий контрабас балалайка кому? Да даже нам сейчас, вот мне скажи это 4 года назад, я скажу, что вы что, с ума сошли, что ли? Ребята, ну я это все, ну как минимум смешно, и как-то, в общем, да? Ну это есть. Вы можете смеяться, кто-то может говорить, что там король голый, или еще что-то. Господа, 3 концерт. И это факт. И это останется где? В истории. Был некий такой лысый контрабас балалайка Михаил Дзюдзе. Он был первым. После него будет масса музыкантов, наверняка более талантливых, может быть. Они, может быть, будут играть 4-ю Малера на контрабас балалайке. Я не знаю. Но есть факт. Поэтому вот завершая эту тему, то есть существует этой вот 3-й задачей заниматься, мне кажется, невозможно. Понимаете, да, меня? То есть это не удел менеджмента. То есть это удел чего-то свыше, времени, и он, конечно, зависит от того пути, в котором идет музыкант, да? Но мне кажется, что это все равно нечто свыше. Потому что, вы знаете, вот скажу вам такую историю, мы когда вот начали новую жизнь, едем в Дом музыки, у нас там юбилейный концерт, 30 лет творческой деятельности, делает Таня Сельмяя, нам делает этот концерт. Первое, что оказалось, все смогли. Гутман смог, немножко смогла Катамадзе, Боря Борусик, Андрианов смог, все смогли. Я еду, мы едем на машине из Питера в Москву. Ты знаешь, мне кажется, что это мы с тобой придумать не могли. Вы знаете, едешь, так не может быть. Ну просто, ты не, понимаете, да? Потому что вот это стечение обстоятельств, мне кажется, что это когда кто-то тебе еще, я человек верующий, это когда тебе кто-то помогает. А еще когда приезжаем к Дому музыки, а там где-то 2/8 портрет Спивакова на Доме музыки. И рядом вот тут у нас просто, знаете, вот я, знаете, в забу дыхание сперла, понимаете, да, и висит огромный 3/8, огромный портрет, сейчас даже найду вам и покажу Михаила Юрьевича на Доме музыки. И я, знаете, я настолько, у нас вообще был просто шок. Это другая история совсем, в нее можно верить, кстати, верить надо, однозначно, обязательно надо верить. Потому что если ты не будешь верить, ничего не получится. Сейчас я вам даже вот это все покажу. И перейдем мы с вами к главной нашей с вами части нашего балета, так называемого. Вот, сейчас, секунду. Это просто надо даже похвастаться, потому что мы... Да, я сейчас начну нажимать кнопочки с вами. Я пока все понятно вообще рассказываю. И вам это нужно или нет? Потому что, честно скажу, если это... то, что я вам говорю. Или вы, как вы, правда говорю, это важно. Ладно, все, сейчас не смогу найти, но это было, правда, круто. Так, все. Так, как вот это, кто мне вот это будет помогать? Вот это вот. Я вообще скажу, я не знаю, как кнопочки. А escape нужно нажать? Нет, не нужно escape нажимать, влево нажимайте просто. Вот как? Кнопку влево. Вот так, да?
Вот, и теперь давайте, ладно, с этим не важно, короче, поверьте. Вот, и это было все. Значит, сверхзадачи мы все поняли, да, и закрыли тему. Значит, теперь переходим опять к сверхзадаче, ко второму и главному пути нашей с вами, то есть вот мы там был один артист, здесь уже вообще никого нет, никто не решает, а кто-то решает сверху. И поэтому мы останавливаемся с вами на вот этом главном нашем пути. Это взаимоотношения между артистом, который умеет крутить 32 фуэте, и менеджером, который должен рассказать и показать зрителю, что ему это нужно. Значит, мы с вами проговорили про репертуар. Значит, сегодня это основополагающая история, потому что сыграно уже вообще все. Ну, то есть, посмотрите, у нас сплошные повторы. Музыка кино, танго Пьяццолы. Сыграл либертанго, заплати штраф 1000 рублей. Знаете, эту фразу классики уже говорят, уже невозможно слушать. Да, просто уже все, уже либертанго и не народно. Это уже просто одно и то же будет. Поэтому, вот, например, когда я составляю любую свою программу, а у меня несколько проектов, это «Царица пьес», ну вот помимо Михаила, у меня есть, я продюсирую еще оркестр «Терема», я делаю 2 проекта: «Царица песни» и «Национальная коллекция». Когда мы делаем программы, я делаю все, что угодно, но только чтобы программа была... Вот там должно быть что-то, что должен зацепить зритель как глаз. Вот мы, например, сейчас хотим с Олесей Петровой в рамках, знаете, да, прекрасную, потрясающую, любимую мою певицу Олесю Петрову, мы хотим сделать с ней программу в рамках «Царицы песни». И вот думаем, ну уже, понимаете, ну все, сразу возникают романсы, ну невозможно уже, романсы, все, вот это все. Начали русские песни смотреть. Вы знаете, как у нас получилась, какая интересная штука. Концерт был гениальный совершенно 26 мая, я вообще-то лучшая моя песня, вот, потрясающая. Мы стали собирать, думаю, вот возьмем эталонные русские песни. Вы знаете, что у нас получилось? Оказывается, русская песня, она вся медленная. И знаете, и я, да, и Сережа Старостин, я говорю, Сережа, как-то он там меня, значит, меня консультировал, мы с ним все это делали. Кстати, тоже, это очень важно. Знаете, нужно обязательно взаимодействовать с эталонными музыкантами. Знаете, вот в любом жанре существуют эталонные музыканты. Но только поверьте, не те, которые у нас вот просто с экраном телевизора, у нас, знаете, да, вот это, вот он там, как они называются, вот, с медийными лицами. Нет, я не про медийные лица. Опять-таки наше с вами образование, девочки, мальчики, вот девочки молоденькие. Главное не слышать не вот это, вообще ящик включайте, как можно меньше, а даже больше интернет сейчас. Смотрите, слушайте людей, что они говорят. Эти люди обязательно должны тронуть ваше сердце. Я тут прочитала недавно про наше время, кто-то написал. У нас сейчас свадьба не ради этих брачующихся, смерть не ради умерших. И дальше у нас все превращается в какое-то нечто такое, да? Какое-то, да, все в шоу. А вы понимаете, что если мы говорим с вами о сверхзадаче, все равно эта пена уйдет. Понимаете? И нам надо все равно основу какую-то. Человек не дурак. Понимаете, публика в зрительном зале, даже если будет просто простая, кстати, это самый лучший зритель, деревенская бабка, она сердцем чувствует. И она скажет: ой, сынок, врешь. Неправду говоришь, и это четко точно будет. И поэтому все эти всякие какие-то гречки сейчас возникли, какие-то эти Бузовы. Кто это? Кто этот человек? Вы мне расскажите, кто это? Ну это и не шоу, извините. Я не знаю, кто это. Вы понимаете, вы понимаете, что я никогда не слышала его? Нет, ну это Дом-2, ну что? Я даже не знаю, что это такое, но суть не в этом. Я просто слышу, у меня, знаете, что наняли рекламную кампанию на национальную коллекцию. Надо продавать концерты оркестра «Терема». Наняли компанию, которая вот это опять не отсюда, а вот просто компания. Надо сделать флешмоб, чтобы все смотрели вирусное видео. Надо пригласить Бузову, и чтобы с Бузовой «Терема» спели. Я говорю: какой Бузов это? Кто это? Я говорю: ну слушайте, я говорю, отказали. Хорошо, тогда не Бузова, пусть это будет Гречка. Я говорю: а это что? Кто это? Кто эти люди? Откуда? Да? А мне не понравилось, вы знаете, я не смогла даже слушать, даже до конца дослушать. Я тоже не люблю ее, но она интересна. Ну, я понимаю, да. Ну, давайте тогда, ну, как вы сказать, опять-таки, ну, существуют, наверное, жанры какие-то, ну, нельзя смешивать... Ну, вы что же Моцарта играли, Кирилл Куртьев?
Но это было, во-первых, не очень хорошо. Я знаю маленькую ночную серенаду, как он играл. И больше ничего, кстати, не было. Потому что... Вот я сказал, Да, но я тоже вам, да, образно, да. Вот, понимаете, в вашей интонации сейчас уже звучит ответ на мой вопрос. Вы ответили практически вашей интонацией. Да, вы ответили, но вы же тоже играли. Да. То есть, понимаете, да, меня? Вы практически это правильно, но тоже и Гречка тоже, в общем, певица. Понимаете, да, я вас ловила. Вот, поэтому, да, поэтому вы ответили на мой вопрос, правильно? Но тоже, в общем, тоже можно потолок пальцем протыкать и брать $1 000 000. Это, в общем, все тоже, все то же самое может быть. Значит, с репертуаром мы поняли. А теперь дальше пошли об одежде. Следующий уже практический вопрос, в котором, с одной стороны, вы можете найти профессионалов, и вам все сделают. И я за это. Вообще, это очень... Я всегда консультируюсь. Вот вы даже не представляете. Вот, например, делаю я афишу. Я сразу рассылаю... У меня есть нескольких адресочков тайных, и я проверяю себя на них. Один из адресочков, и причем они очень разные. Первый – это мой сын, ему 32, и он абсолютно никакого отношения не имеет к музыке. Он киношник. И он такой, знаете, современный, вот кино такое, все, он такой вот 32 года, нормально вгиковец, все. Я ему просто отзову, ну, мамань, тебя занесло. Или наоборот, говорит, супер, или еще что-то. Это очень важно, потому что он тот самый кластер. Вот. Тот самый кластер молодых людей, продвинутых, интеллектуальных, современных и желающих быть, будем говорить, в таком, ужасное слово, европеизированном таком мире, если хотите. Цивилизованном. Да, цивилизованном. Я это чувствую, но не понимаю, что это такое. Чувствую, но не понимаю, что это такое. У нас с ним очень много всегда споров разных там, и тому подобное на этот счет, потому что я все-таки русский человек. Вот. Потом обязательно модельеру своему Лене Бадмаевой. Это всегда у меня такое, это невероятно, с абсолютным вкусом человек. Вот, я посылаю ей. Потом у нас есть гуру, я считаю, его знает и вот Маша, и все мы знаем. Я думаю, что она со мной согласится. Это Хасанову Рустему. Вот, я всегда посылаю. То есть я рассылаю это нескольким людям и говорю, хорошо это или плохо. Это очень важно. Вот, и потому что ваше мнение, оно тоже субъективно. Понимаете? Более того, бывают провалы, и у меня бывают провалы. Я сейчас вам покажу провальные афиши. Теперь, значит, для того, чтобы создать бренд, бренд может являться всем. Сначала от визуального образа самого артиста. Вы обязательно должны, и это только ваша задача. Я знаю музыкантов, у которых есть директора, которые не могут диктовать ничего своему артисту. Это ужасно, потому что артист, ну, он иногда думает, ну вот я там пляшу, танцую, пою, играю, и, в общем, все в кайф, все хорошо, выхожу грязный, вонючий, там такой, сякой, 3-е, 20-е, и, в общем, слава богу. Грязный, вонючий – это тоже образ, мы знаем таких музыкантов, наверное, вы знаете, про кого я говорю. Но это тоже образ, тогда как образ. Но это должен быть, вот ты закрываешь глаза, говорим, давайте закрываем глаза, я говорю, Боярский, что возникает у вас? Закрываем глаза, говорю, Михаил Дзюдзе, что возникает? Лысина. Понимаете? То есть вы должны найти все, что угодно. Красные носки. Я не знаю. Кстати, это очень модно сейчас, знаете, да? Черный костюм, вдруг бабах, желтые, например, оранжевые носки, например, красные ботинки. Мустанин, это фантастика. Андрес, это, конечно, сказка. Эти все плащи его, этот совершенно непонятный вот этот волос. И обязательно, у него нет ни одной пары, по-моему, мне так кажется, хочется задать ему этот вопрос, но неудобно как-то. У него нет ни одной пары черных ботинок. У него все время эти ботинки то желтые, то серо-буро-малиновые, то сизые какие-то. И он выходит в черном костюме на сцену. И обязательно какие-то... То есть визуальный образ. Вы должны его найти. Потому что люди должны задать вопрос. А это тот, который... Пишите. Это тот, который что? Да? Это либо дяденька с саксофоном, да? Но это уже не отобрать, да? Вот Игорь, это... Да, вот Бутман, даже, может быть, фамилию кто-то не знает, но это вот все равно, вот, да, какие-то образы, да? Должны быть созданы образы артиста. И вы должны вместе их искать.
И это ваша задача. И вот, например, для меня телевизор – это единственное, в чем его необходимость дома. У меня даже телевизор, здесь я готовлю, что-то режу там. Говорю, о, смотри-ка, о как, красненький галстучек, хорошо. Так, дальше опять режу, о, хорошо, да, штанишки узкие, короткие. Не, моему не пойдут короткие, не пойдут ножки короткие, да? Понимаете? То есть это значит не значит, что сейчас Михаил Юрьевич должен надеть короткие штанишки. Вы представляете, да, на него еще и короткие штанишки. Вы тоже должны образу это как бы, да, выдумывать. Но вы должны совместно придумать образ. Это очень важно. Он должен запоминаться. Более того, визуально на плакате вы должны... Давайте. Вот, например, я хотела, конечно, вот видите, как это, но это мы вернемся тогда, когда я буду... Вот, например, ярчайший образ. Дима Янковский. Неоклассик, он победитель там нашего прошлого конкурса. Вот, лысина, понятно, она уже занята. И он придумывает другой образ. Он придумывает цвет. Вот я понимаю, может быть, он у вас не был, но вот я знаю, что в Москве, в Питере он очень много ездит. Он такой поет, такие, к этому можно по-разному, но это очень оригинально. Он поет своим таким непонятным голосом всякие старые шлягеры, но оперным, это классно, это такой, ну да, наверное, это кроссовер такой, да? Вот. И он придумал, смотрите, у него бабочка, у него нет ничего, у него даже он машину даже покрасил в такой цвет. У него папки такие, у него на барабане у ударника цвет такой у крышки, да? То есть вот он забил вот этот цвет, и он ассоциируется сейчас просто с этим цветом. Вот можно, например, взять, если ты хочешь, да, например, взять, провести такую какую-то рекламную кампанию, когда ты начинаешь, например, раскручивать какого-то музыканта в городе пока, взял наклейки, например, нанял студентов, да? И пусть они на всех столбах просто расклеят неоклассик. Вот этот цвет. И потом, когда вдруг возникнет вопрос концерта, да, у тебя возникнет в мозгу вот этот вот цвет. Просто цвет. То есть ты как угодно, ну, конечно, кроме голой задницы, единственное, против чего я, собственно, да, уже это, конечно, самый яркий образ, да, то есть вот этого, конечно, мы делать не будем с вами, но находить любой другой образ, это необходимо. Короткие пиджаки, большие пиджаки, красные, вот, например, вот такая была тоже деталь. Мы приезжаем в Белгород, там, где Сеч Олешников, потрясающий совершенно наш друг, вот, дирижер, и его оркестр. Вдруг мы приезжаем, смотрим, и девчонки, они прям под нас, нам было так приятно, к премьере Мишины сделали роскошного цвета платье, такого алого цвета. Вот. И Миша говорит, и он нас приглашает на май месяц. Я говорю, мы вам сделаем неожиданность. И вдруг вы даже не знаете, сколько нам стоило это сил. В Китае нашли, из Китая достались подтяжки, вот такие толстые, вот такого же цвета. И они ничего не знают никак. Вдруг мы выходим, значит, он уже перед концертом идет, и выходит Миша. И вдруг он так, а у него красные подтяжки. И зал такой, о! Понимаете, да? И дальше он снимает пиджак и дарит подтяжки Евгению Сеевичу. Понимаете? И все, и это работает. А он же уже все, в Белгороде можно приезжать вслепую. Это город наш, взят. Приступом, взят. Через красную подтяжку. Ну, конечно, ты, говорит, как открыл свои, говорит, штаны, да, помните? Дальше. Теперь вот, знаете, афиша. У вас, кстати, в филармонии самый, вот из всех филармоний России, самый лучший дизайнер. Вообще дизайн ваших афиш – это просто эталон для меня. Это я вам комплимент делаю. Я каждый раз пишу, говорю, ну это просто сказка какая-то. Потому что, вот смотрите, я сейчас буду делать хорошо и плохо, да, понятно, да? Вот закрываем, да, здесь все видно, понятно. Но помимо лица знакомого, смотрите, как расстановка, да, есть… Что такое афиша? Афишу не надо делать эту самую стенгазету, господа. Не надо в афишу впихивать невпихуемое. Название произведений, всех солистов. Афиша – это образ, который должен быть. А потом, если надо, я открою интернет, зайду в кассу филармонии, все что угодно. Но не надо впихивать туда. Так, вот смотрите. Ну, разницу чувствуете? Это же вообще гениальная афиша. Ну, просто сказ, почти как у нас. Да? Только цвет. Видите, он все цвет делал. У него больше нет вообще, никогда не будет никаких цветов. Это гениально. Ланком.
Ну, посмотрите. Чувствуете разницу? И, кстати, как это не печально, ну вот ой, с народниками тяжело. Такое ощущение, что вот здесь это все вот. Я не понимаю, это просто ужасно. Да. Ты понимаешь, да? Вы понимаете, да, о чем я говорю? Ну почему так? Но не все. А я объясню вам почему. Не все. Да, не все. А потому что здесь есть хороший умный менеджмент. Понимаете, да? Чувствуешь, да? Здесь точно он должен быть. А я объясню вам, знаете как? Потому что, как правило, то ли это какой-то комплекс, что мне надо тебя пока. У этих комплексов нет. Они скрипчик поставили, да ладно, есть мне лицо, нет, мне все в порядке, все хорошо, пойди. А это, то есть, такое ощущение, что мне надо себя, и вот эти все кучи, потом названия, господа. Но это следующая тема, вот давайте уже. Первое – это образ афиши, да, цвет афиши, образ самого музыканта, да, образ, мой образ, картинка, образ, что это такое? Вот, да, образ – это рассказ, да, любой рассказ – это образ. Опять, это диалог. Я вам рассказываю, да, прочитал рассказ, что осталось? Образ какой-то, да, пнин, ага, бах. Он подавал руку, да, какие-то такие. То есть у тебя ассоциативные какие-то ряды. Ты должен эти ряды, но ты должен четко попасть во время, конечно. Потому что если ты тоже замудришь, мы с вами уже об этом тоже говорили, да? Вот. Ну что вот это такое? От сердца к сердцу. Очень популярно. Ну это же сказка какая-то про это. Вот мы сейчас, знаете, скоро премьеру сделаем. Калейдоскоп. Да, коллаж. Вот мы, например, сейчас сидели в Гнесинке с Горбачевой, с Андрюшем, и сидим, я говорю, слушай, Андрюш, говорю, вы такие два классных, лысых, говорю, обра. Я знаю, говорю, я Саше Чайковского, говорю, закажу произведение «Два колобка». Стали умирать. Вы знаете, еще нет произведения, а его уже все хотят купить. Ну, в смысле, сделать концерт. Понимаете, да, афишка. Два колобка, один маленький, другой повыше чуть-чуть. Образ, понимаете, да? Все, нашел образ, забыл, все, класс. Все, дальше сижу, говорю, бабу. Понимаете? Дальше. Ну вот. Но это афиша нашей любимой Ирины Первиной, да? Понимаете, смотрите, все четко, да? Ну, красавец. Вы понимаете, да? Понятно, что, кто. По большому счету фамилия даже не нужна. Но есть, да? Мужик идет с большим инструментом, да? По крайней мере, женщинам это точно может быть интересно. Ну, девочки, ну скажите. И это, что? Только слышу Карабанов еще что-то. Какие-то Карабан, какие-то буквы какие-то сплошные. Я не понимаю, что это такое, про что идет речь. Какое-то платье какие-то. Ну и нарисуй одно платье и фамилию дирижера. Все, он там влачится. Я не знаю, создай какой-то образ. Катастрофа. Просто катастрофа. Дальше пошли. Так, что это? Не могу. Почему я не могу? Ага, вот. Ну это вообще гениально. Это моя любимая Нинок. Понимаете, ничего нет. Нинок Атабадзе. Все. И эмоциональное. Во-первых, да, фотограф. Пишите. Вот у нас в Питере сейчас есть главный фотограф. Раньше был Валера Плотников, вы помните, да, петербургский, который сказал, что с фамилией он назвался петербургским, потому что вообще-то он Плотников. Кто помнит, да, в четверг больше никогда. Вот он фотографа играл. Вот он стал петербургским, сказал, что пока не будет Ленинград переименован в Петербург, он будет петербургским. Потом Ленинград переименовали, он стал, вот мы у него снимались, у нас 3 была фотосессии у него, вот, и он, конечно, абсолютно уже старенький, вот, и сейчас его на смену пришел Даня Рабовский. Например, я вам советую, найдите там вот где-то что-то, посмотрите, как он делает. У него нет ни одной фотографии, которой бы он делал просто фотографии. Все делают фотографии, портрет, паспортная фотография, вот, как правило. Это должен быть создан какой-то образ. Должен быть обязательно живой образ. Должен быть символичный образ. Что-то должно быть, либо эмоция, либо глаза. То есть что-то, что должно оставаться. Фотография – это что? Это то, что остается у тебя как образ, да, в голове. Он музыкант сам, да, не пианист, поэтому он, прежде чем делать какую-то фотосессию, он говорит, я беру месяц на изучение материала. Понимаете, да? То есть он сначала изучает, что человек делает, как, что, чего. Я вам покажу сейчас фотографию, которую он сделал оркестру Терема, молодежному оркестру. Я расскажу вам честно, это просто здорово. Сейчас я вам специально вот это надо.
сейчас я секундочку вот выбираю. Вот, потому что я понимаю, снимать вот такие вот сольные, особенно яркие, немножко она сама по себе просто, ну, вот, а как сделать фотографию оркестра, сейчас я вам покажу. Потому что вот все фотографии последние Михаила делает он. Вот, ну вот это вот его фотографии, вот афиша, она там будет дальше. Представляете, какая хорошая, да, фотография? Вот, и дизайн очень хороший. И сейчас я вам покажу, что делает он с... вот тоже его. Это вот его фотовыставка. Вот это вот все. Это вот все он, Даня. Да? Это очень важная составляющая фотографии. Сейчас я вам покажу. Вот оркестр Серема. Посмотрите, какая фотография. Просто кардебалет. Я считаю, что это очень здорово. Он долго делал. Но это уже в афише. Это она уже в афише. И так вот она вот такая вот. Да. Вот, значит, поэтому фотография – это невероятно важная история. И вот это. Ну вот скажите мне, пожалуйста, ну кто пойдете, потом давайте еще к костюмам вернемся. Особенно, кто занимается народной музыкой. Я занимаюсь народной музыкой всю жизнь. Скажите, пожалуйста, ну вот мы живем с вами в 21 веке. Ну вот вы вот в таких платьях выйдете на улицу, девочки молоденькие. Наверняка я все время знаю, у нас же это всякие фестивали, вот они приезжают все, такое ощущение, что она только что родила под телегой и вышла на сцену. Я подхожу, говорю, послушай, ну вот ты вот, мятая какая-то, вот ты сама, неужели у нас есть сейчас стилизованные, вот видели вот костюмы у оркестра Серема, это же тоже фольклорный костюм, это делала Лена Бадмаева. И хохлома золото в черном сделано в современном, стилизованном, если хотите, мире. Да? Я понимаю, аутентичные музыканты, которые там занимаются сбором фольклора, и слава богу, и все, и как бы. Но ведь есть сейчас масса, вот посмотрите, русский, как его, который делает Михалкова, жена-то, как он, русский, ну, вот эти все модельеры, дефиле. Там же масса этих модельеров, которые занимаются стилизацией русского костюма. Но почему не пойти по этому пути? Что такое, вот смотрите, что такое артист? Помимо того, что он поет, там, да, танцует, пляшет, артист, ваш артист, должен знать, это тоже может сказать, что он является законодателем моды. Это очень важная составляющая. Как и то, что он говорит. И когда мои уважаемые коллеги со сцены, не буду называть фамилии, ругаются матом и говорят о том, что наркотики и марихуана – это вообще классно, удивительно и здорово, я считаю, это преступно. Потому что, ну, это ты выбрался, может быть. А и люди ведь многие могут и не выбраться. И когда ты говоришь вот это со сцены, ты должен отдавать себе отчет в том, как ты, кто ты, где ты, в чем ты. И вообще отвечать за полный базар того, что ты делаешь. Ты вообще не имеешь права ни на что. Если ты вышел вот в эту вторую сферу. Если ты там дома сидишь с мамой, с папой, это нет вопросов, делай, что хочешь. Но если только ты вышел вот на эту вот сцену, дальше. И поэтому, что такое мода, фольклор, да? Почему у нас, я никак не могу, Армению приедет, они там все эти армянские свои танцы, они там это самое, грузины это вообще националисты просто, они все, у них там этот Сухашвили, этот коллектив, это не просто звезды, там лом, там дворцы собираются спорта на это, на все. Посмотрите, как они одеты, я вам, ну сейчас, наверное, уже не найду, есть, посмотрите, Сухашвили, вот этот вот коллектив, они ставят современную музыку, и под современную музыку танцуют грузинские танцы. Ведь вы представляете, какая-то идеология. Это значит, каждая вот эта девочка, мальчик, они будут смотреть, как они танцуют под рок, грузинские танцы. То они вот так. Это значит, грузинский танец столь современен, что мы его можем выносить на дискотеки. Это же идеология. И фольклор – это вообще идеология. И как же вот это вот все. Ведь я вас уверяю, ваши дети, может быть, взрослыми, они не захотят носить эти костюмы. А если бы это вышли девочки в платьицах, причесочки, туфельки, сделанные под, так сказать, современном стиле, даже если бы эти валенки были, которые вы знаете, да, есть магазины фирменные, там со всякими стразами там и тому подобное. О чем вы говорите?
я считаю, что это афиша, вот эта диверсия, понимаете? Потому что диверсия идеологическая, на мой взгляд. Потому что они только опускают нашу с вами национальную, нашу с вами культуру. И тот, кто занимается этим, должен об этом помнить как никогда. Потому что когда поется современная простая, там, не знаю, попса, не попса, она уже сама за себя говорит. И пусть она там, да? Классики, ну, к ней вообще способ. Главное, на скрипке хорошо. А можно играть. вопрос по ходу? Да, давай, конечно. Можно Я вообще директор музыкальной школы, школы искусств. Да. У меня есть фольклорный коллектив. Да. И я вот в течение уже там многих лет их убеждаю, что вот нужно быть все-таки ближе к сцене. Но мне люди обязательно на это отвечают, что есть свои традиции фольклора русского, да, аутентичные, и они их оберегают, эти Ну, пусть традиции. играют тогда. Ну, То пусть есть, мама играет. то есть и они правы, и я прав. Нет, правы вы. Они правы в том, первым с вами вот задачей выполнена. И пусть они с этой задачей и живут, и оставьте их в покое. Если они так считают, дальше мы не пойдем. Вот вы ему объясните. Только когда на них не собираются люди, не продаются билеты, и да даже причем билеты, да, почему мы все время, знаете, как мне все время говорят, там, сейчас вот заспорил, говорит, вот деньги надо, значит, так, здесь деньги, значит, там надо, значит, деньги. Я говорю, стоп. Деньги, это еще можно сказать, это результат. Если вы правильно делаете свое дело. Если вы правильно, у вас будут деньги. Если неправильно, денег не будет. Если вы поставите впереди планеты все деньги, ничего не будет. Поверьте мне, вы уйдете в попсу, в пошлость, во все что угодно. А это недолговечно. Я вам приведу 1000 примеров таких, которые взлетали, уходили. А мы все-таки с вами хотим немножко вложил, да, и все-таки пошить на этом, да, немножечко. Сейчас я отвечу. Поэтому я считаю, что это просто разный уровень мышления. Наверное, они в чем-то правы, и пусть они собираются в свои секты. Я считаю, это сектантство. До себе, вот для себя, любимым, до себя. Да. И вот они, пусть там они и живут. И прекрасно, им очень там хорошо, уютно. И мне даже более того кажется, что они просто, наверное, у них нет задачи такой. У них есть задача, но нет сверхзадачи. Они хотят только сохранить. Ну и пусть сохраняют. Значит, они тот коллектив. Вы пусть они не трогайте их. Ну, не надо. Да не, я не... Они, честно скажу, все, зачем это самое... Так, поехали. Вот мы, значит, с вами по поводу костюмов. Я, по-моему, систематизирую все-таки, да, образ, да, костюм, репертуар, мы с вами визуальный вид, да, цвет. Все это мы с вами проговорили. Поехали дальше. Что-то у меня опять. Оп. Ну что она не крутится? О, ну вот, а это вообще гениально. Ну, представляете, а? Все ясно. Вы не знаете, кто это. Это наш лучший друг, мы сюда приедем. Обязательно с ним. Молодой парень, девочки, красив как был. Вот, 32 года. Но жена. Вот. И... А? Жена. Ну вы все же всем ясно, да? Вот скажите, вот вам все понятно, про что лай будет? Вот вам что-то надо еще, чтобы я вот что-то говорила вам? Ничего не надо говорить, да? Абсолют. И эмоционально, и четкий знак, и не нужно даже, кто это такой. И смотрите, фамилия Черков, она даже здесь не это самое, она внизу, там вот где-то внизу. Ему совершенно не важна, потому что фамилия Черков никому не известна. Нужно ставить образ. Она там вот внизу просто, потому что вот она, видите, ноги тут половина еще не видно. Понимаете, да? И вот это. Ну это же просто шоу-арена, понимаешь? Ну это же все сказка какая-то про песни, про зайцев просто. Ну это же катастрофа опять какая-то, да? Слушай, что ж я... Ну, ой, так, почему я не могу? Ну я не понимаю, почему я блондинка просто, я не знаю. Ну почему она не Вы в сердцах, когда ударили, у вас все получилось. Да, мощнейшее. Вот здесь вот. Видите, у меня все есть, просто мы с вами, так сказать, как бы сейчас уже будем заканчивать. Это самое. Кому не интересно, правда, уходите, ребят, вообще вы, как бы я не сижу. Значит, смотрите, вот вам, пожалуйста, это тоже фольклор. Все? Комментарии есть? Это Елена Бадмаева. Нет, что это аутентичное платье? Нет, стилизация? Конечно.
Ну как ты думаешь, девушка, вот девочка, я вас вам все... Вот, скажите, вы бы одели это платьице на какой-нибудь выпускной вечер, например, лево или право, или право? Одели. Знаете ли? Ну, на голове ладно, там это оно уж совсем, так сказать, Кокошник. да? Кокошник такой. Можно с этим спорить, не спорить. Это ладно. Но платье одели, особенно правое, да? Все какое стильненько. А еще сверху манто какое-нибудь норковое. Да? На больших-больших каблуках. И Мерседес. А? Вот так. Пошли дальше. Вот. Стилизованная телега. Конечно. А? Мерседес, стилизованная Да, телега. да, посмотрите, это фольклор. Я все-таки о фольклоре с вами говорю больше, потому что все равно мы с вами существуем, да, вот в рамках моего мышления. Дальше уже это вы там, я не знаю, кто занимается другим каким-то менеджментом. А это? А? Ну, А что это у нее? комментарии есть? Что это слева? А слева Вот это ничего, это не это, образ. Это афиша. Это уже, заметьте, афиша, она не идет. Это просто афиша. Вот видите, Елена Бадмаева. Видите, вот здесь вот написано. Это стиль. Это просто стиль. Но это образ, создан вот такой образ. Но ведь вам же в кайф. Как? И это самое важное. Это даже не надо задавать зачем. Понимаете? Дальше пошли. Ах! Ну, красавец! Девочки, неужели мой? Понимаете, да? И вот смотрите, создан образ, да, и вот разработана афиша, это лекало афиши. Потом остаются фотографии, дальше вставляют все свою филармонию, все что угодно, но есть образ. Но это очень хорошо, афиша у нас 2 года была, невероятно. Как создавали? Мы ушли, тяжело было, мы все в эмоциях, в огне, эмоционально, и плюс нарисовали. Он же пишет, он же рисует еще ко всему прочему, да? И вот создается образ. Берем Гуцалов такой, Миша. Он говорит, я знаю. И он приходит, он маслом пишет вот эту картину. Получается вот такая афиша. Понимаете, да? А теперь уже все, прошло 2 года, мы уже устоялись, уже все хорошо, нам не надо гореть. Мы уже все в порядке у нас. И мы не должны говорить, что мы эмоционируем, да? Мы перестраиваем другой, мы делаем ребрендинг. Мы уже делаем другой. Рука. Что женщинам нравится больше всего? Руки. Мужские. Правильно? Девочки. Руки во всем. Это, да, и лысина. Руки и лысина. Все. Взяли приступ. Понятно, почему сюда только женщины пришли. Но диалог-то у нас с вами, понимаете? Да, девочки сидят, а мы с вами общаемся, так что уже не зря, понимаете? Вот, да, пошли дальше. Ну вот это все, вот одна и та же серия, вот я, вот. И следующая тема. Если вы, ну, мы говорим о музыкальном бизнесе, но это не важно. И если вы сделали, скажу вам секрет, грамотную, правильную афишу, филармония, зал, журнал, они же хотят тоже, чтобы им было, чтобы это привлекало. Приезжаем в этот самый, в Новосибирск. Вдруг выхожу к филармонии, а мы еще тогда же вообще никто из звать никак. Ну, мы только начали вообще, кто такой Дзюдзе, это вообще никто ничего не знал. Да? И вдруг какой Федосеев и рядом, понимаешь, у меня Дзюдзе. А почему? Да потому что афиша правильная, а не потому что Дзюдзе супер. Понимаете? Потому что четко созданный образ. И им просто стало, придут на филармонию, посмотрят, скажут, о, какой-то горячий мужик. Да? И они берут и ставят. Ведь у них же там было 1000 афиш, да? И в Кемерово рядом. Анита, Цой, но все-таки Анита, Цой и Дзюдзе, ну как-то разные, да, немножко вещи. Да? И при этом бабах, смотрите, видите, рядом. А с этой стороны, не хочу сейчас, там я не дала, Спиваков. Как это получается? А потому что грамотно сделана афиша. Вы не представляете, насколько вы должны, ну я не знаю, если не вы, значит тогда спрашивайте, значит интересуйтесь, давайте конкурс, делайте конкурс. Афишу надо смотреть, запомните, вот так. Это можете записать, кто это самое. Вот так смотрим афишу. Вот так. Вот афиша. Вот на таком расстоянии, если она читается, значит, афиша сделана правильно. Если афиша, если вы не... Вот здесь же понятно, да, что здесь написано? Клезмер, правильно, да? Ну, это у нас будет концерт в рамках этого фьюжн-марафона. Будет огромный, Андрес Мустанин будет,
огромный этно-фьюжн-марафон. Один из концертов которого будет клезмерский концерт. Клезмер от кутюр мы называем его. То есть это не просто клезмер-шабаш, который я часто скажу, они просто тоже насилуют свою музыку. Это мы с Гейдином и с Андресом говорили, а это будет от еврейской сюиты этого самого Прокофьева и до Бруха молитвы и так дальше. То есть такой клезмер от кутюр, опять-таки. Клезмер от кутюр. Еще прям хрень. Да не пухры тебе, понимаешь, мухры сразу стоит билетов на рублей 300 дороже, да? Понимаете, да? И вот смотреть афишу надо только так. Вот смотрите, следующая вот афиша. Читается? Читается, даже вам оттуда читается. Если афиша не читается отсюда, это плохая афиша, даже если она вам нравится. Попробуйте вот те афиши, которые... Вот это вот. Попробуйте с такого расстояния посмотреть. Все, кирдык вам. Ничего никто... Это вообще непонятно. Кто будет эту стену газеты читать? Сейчас газеты-то никто не читает. Так, поехали дальше. Ну, это вот стадия интересная штука. Вы знаете, да? Провальная афиша получилась, я вам хочу сказать. Очень важный момент, вот мой личный опыт. Ваша. Значит, вот эти две по бокам афиши делал наш Саша Васильченко. Гениально, он завкафедрой дизайнерского факультета, вообще умница, ему там уже под 70, он наш друг, старый, уже древний, неважно. И мы ему сделали, я у него купила за большие деньги вот эти 6 афиш, которые, это же посередине ваша. И вы представляете, когда я их покупала, где-то я всем там, значит, распродала, круто! Все, мой сын сказал, это все новый стиль Дзюдзе, знаете, вообще круто, как круто! Вообще все говорили, кричали. И вы представляете, мы начали их печатать, вот, раздавать, и Федор Орешников сделал. И вы знаете, полный провал. И я объясню вам почему. Вот когда близко, это тоже очень важно. Очень много деталей. И вот филармония Ижевска не взяла за основу, она взяла только цвет. Да, и мы еще говорили про это. И они взяли и сделали свою афишу. И почему? Потому что они взяли и сделали один только символ. А здесь очень много всего. И, во-первых, цвет, вот этот цвет желтый. Вообще желтый цвет очень коварный, это тоже запишите. Желтый, красный, самые коварные цвета. Красный можно чуть-чуть не добавить или перебавить, и все, деревня полная, понимаете, вот этого боссовского цвета, босс-компания, да, вот это вот боссовский цвет, вот этот красный, богатый, он может быть либо богатый, либо ужасно плебейский. Это вот и желтый, и вдруг чуть-чуть красочки, да, грязная стена такая выучилась, грязная, размытая. И, в общем, короче, мне, представляете, заплатила почти 40 тысяч за эти афиши, и, в общем, у меня валяется, и ничего. Вот оркестр Терема. Вот это вот так называемый их фирменный стиль. Вот это вот. Так, ну ладно. Вот школа наша. Ну, тоже, так сказать, такие. Вот это потом отказались от этого значка. Так, ладно. Вот это вот был создан знак кроссовера. Вот. Мурашка. Вот тоже многослойность. Мурашка. Это вот придумал Русаков, такой Сережа, художник Ломоносовского завода. Долго думали, какой должен быть знак. Вот в свое время. Вот. Мурашка. Да? Вот. И создан мурашка, и сразу с юмором, все хорошее, это была хорошая идея. Вот. Ну, вот. Так. Ладно, вот, например, тоже хорошая, на мой взгляд, афиша. Она хорошо очень отработала. Но тут в данной ситуации, конечно, лица. Что Бородина, Джоева, все это, конечно, круто. Вот. Это вот у нас был, теперь я, наверное, к проектам перейду. Ну все. Значит, ты мне там не дала еще, ну, неважно. Значит, смотрите. Значит, дальше, вот теперь смотрите, к проектам. Почему проектам? Я уже немножко, все, сколько у нас там времени там. Вообще я такая просто уж разговорчивая такая. Знаете, я скажу просто про 2 проекта и зачем они нужны. Смотрите, жизнь, это как сверхзадача уже. То есть музыкант начинает жить, вот он играет, он уже обыграл много-много-много, всего сыграл, все дальше. И одной из рекламных его составляющих, как это вам не покажется, может быть, это немножко не совсем, может быть, с одной стороны красиво, но, как правило, нужно под музыканта делать социально значимый проект. Потому что социальная деятельность, она должна быть его составляющей его жизни. Во-первых, это сразу другой рекламный объем, особенно сейчас, когда вы знаете, что за рекламу берут деньги даже за статьи, но, по крайней мере, у нас в Петербурге. Сейчас я отвечу на вопрос по поводу провинции. Это разные абсолютно, безусловно, мир. Совсем разный мир. И я вам отвечу. Даже Москва и Петербург разный мир.
Это вот как две разные страны вообще. Но вернусь, значит, к проекту. И вы вход музыканта в свое время, в прошлой жизни я тоже создавала некие социально значимые детские, то есть, ну, даже может быть детский проект, что сразу пишут по-другому, сразу интерес другой. И вообще молодежь к музыканту, когда он взрослеет, если музыканту, балетному, неважно, театральному человеку, нужно под него создавать некие проекты образовательного характера, социально значимого. Вот, например, там, я не знаю, там, помощь тем. Нет, это не значит, что он делает это не от всего сердца, но это очень важно, потому что тогда у музыканта, если хотите, появляется некий другой объем личности. И мы сейчас создали два проекта под меня, под Михаила Юрьевича. Вот у нас есть фонд «Орнамент». Это «Царица песня» и «Национальная коллекция». И я хочу вам заострить на этих проектах. Почему внимание? Потому что, почему такие названия? Вы должны тоже, опять-таки, это создан образ. Мы живем в славном городе Санкт-Петербурге. Поверьте мне, этот город совсем не расположен в национальной культуре. Этот город не русский, он никогда не был русским. Это город европейский, это как так называемое окно в Европу. И поэтому впрямую показывать там кокошники практически не то, что невозможно, это будет невоспринято. Он вытолкнет. Понимаете, это тоже очень важно. Ведь, понимаете, если рожденное дитя, не по закону, да, жизнь его сама вытолкнет, он просто не приживется. И в Петербурге какой-нибудь Ярила, там, душа России или еще что-нибудь, но это все, это гиблая тема. Да, но это часто уже вообще не приживется. Господа, это уже просто невозможно. Это усадьба джаз. Да? Усадьба. Да, джаз. Да, как-то все так. Чувствуете ритмику. Я даже не могу вам это объяснить. Вы должны сами чувствовать, приживается, не приживается к городу, да, вот к вам. Стыдно, не стыдно, да? Вот я, например, в прошлой жизни, думаю, иногда выйду, думаю, да, что-то не туда, ага, что-то не так, ага, ритм уже не совпадает, так, время ушло, ага, так, что-то не то. Ты же чувствуешь, ты же человек. Понимаете, я не могу этого объяснить. Это интуиция, которой вы должны обладать. А интуиция, она, с одной стороны, врожденная, с другой стороны, как мы опять возвращаемся, образовательная. И поэтому «Царица» песня, город царский, да, город имперский. И поэтому мы говорим о том, что вот «Царица» песня, да, и сейчас мы будем делать, вот мы делаем. И есть, у нас нет сцен, и даже нет парков, ни одного такого национального парка, там в Москве, там Архангельская, да, или еще что-то. У нас все немножко такое царское. И поэтому я решила, что это должны быть песни, исполненные. И у нас еще плюс театр, город Мариинского театра. Ну вот как бы, да, ассоциативно. То есть у нас город оперы. И поэтому я думаю, опять-таки, как клезмер это кутюр, да, так и здесь как бы песню, если это исполнит солистки Мариинского театра, помимо того, что у меня в концерте участвует вами любимая Ирочка Крутова, Сережа Старостин, Варя Котова, это как бы эталонные музыканты этого жанра, да. С другой стороны, вдруг, если когда Оля Бородина вышла и спела песню Зыкиной Карина Воржик, господа, я чуть не умерла. Это было что-то. Ну нет, не то, что Зыкина отдыхает, но это был уровень Зыкиной. Это было так круто. И это русская песня, как я вот говорю. Знаете, если бы как поднять уровень моды на жанр национальной музыки, если бы Владимир Владимирович Путин не на рояле играл где-нибудь на тусе, а вышел и сыграл бы на балалайке или на баяне, а Аня Нетребко вышла бы на Дворцовую или на Красную площадь и не по бумажке за большой гонорар, а по-серьезки спела бы русскую народную песню, простите уж, я уже имею право на это, то тогда бы русская песня и русская культура зазвучали бы немножко по-другому. А когда на Красной площади выходят оперные звезды и Калинку-Малинку за такие гонорары не могут выучить наизусть и поют по бумажке, это песня про зайцев. А тональность забыла. Ну, наверное, или еще что-то забыла. Есть другое слово, что она забыла. Вот, поэтому это я считаю, что это настолько неверно. Она станишница, и я считаю, если бы она вышла и спела бы один раз на Дворцовой, на где-нибудь, сделала бы, представляете, вот такой концерт русской песни, казачьей, и вышла бы не просто вот так вот в каком-то, честно скажу, по-настоящему, вот, так, вот такому, знаете, по большому-большому счету. А Владимир Владимирович ей бы подыграл на баяне,
то, поверьте мне, вся страна бы запела бы русские песни и стала бы играть на баяне. А сегодня, к сожалению, мы присутствуем во времена, когда мы должны скрывать, что мы впрямую делаем фестиваль национальной культуры и тому подобное. Потому что это как бы никому не нужно. Потому что грузины, армяне, казахи, кто угодно, это приехала к нам казашка Азиза с этим кабызом своим, но только что она, не знаю, Страдивари, понимаете, у нее все, она даже говорит, какую музыку? Говорит, нет, я буду казахскую музыку играть, что, о чем вы говорите? Знаете, а у нас вот как бы такая вот история. Поэтому второй проект «Национальная коллекция», город-музей. Понятно, да? Мы привозим в город-музей национальные коллекции там, стран мира, нашей великой необъятной родины, наших национальностей и тому подобное. И вот сейчас мы собираем национальную коллекцию. Это коллекционный материал, это штучный материал. И вы знаете, это название проверилось, например, на фестивале в Сочи. Там Дима Гринченко, он взял мой концерт, один из концертов. И я говорю, вот такое название. Он говорит, нет, я не буду брать твое название. Я говорю, да, нет вопросов, говорю, Дима, придумаешь другое название. Я говорю, мне главное, чтобы наши ребята туда приехали. Через 2 недели присылает афишу «Национальная коллекция». То есть ничего другого он не придумал. Значит, мы попали. И сейчас, вот когда начинаю говорить, ну как же так, национальная коллекция. Национальная коллекция едет по России, национальная коллекция едет по миру, национальная коллекция... И вот сейчас я приглашаю вашу филармонию, 14 числа филармонии России, и у нас состоится в рамках национальной коллекции уже теперь конкурс национальных ансамблей. У нас написано так: жюри приветствует участие одного из национальных инструментов, ну, любых, хоть там бамбуковые палочки, нам все равно абсолютно, да? И если у нас по России мы договоримся с менеджерами, что пройдет, например, абонемент под этим названием, у нас появится новый бренд, и вот вы все будете, да-да-да, это национальная коллекция, да не важно, что там в Братской могиле, да, там написано что-то, все будут знать, что это качественный материал, это некий знак качества, как, допустим, Мацуев представляет, да? Но ведь вы же не читаете, что там в афише написано Пупкин, Тяпкин, Ляпкин, там это все знают, Мацуев представляет. Мацуев не будет плохо представлять, и все идут на Мацуева. То же самое я предлагаю сделать, вот буду коллег убеждать в том, чтобы 14 числа, чтобы мы сделали некое такое событие по стране, потому что нет, если кто-то придумает опять-таки новое название, нет вопросов. Давайте вместе думать, пусть это будет Ярила или еще что-нибудь, хотя я уверена, что, ну не знаю, может быть. Вот, например, за название «Орнамент» мы заплатили 30 тысяч. Вы знаете, есть такие компании, которые ищут название, когда мы пытались найти. Это стоит денег, я вам могу сказать, очень больших. И это название не зарегистрировано. Но вы понимаете, в этом названии «Орнамент» что-то есть патриархально такое, понимаете, не модное. Вот есть, чувствуете, да, вот давайте опять вот об интуиции. Не могу вам этого объяснить. Вот кто, может быть, давайте с вами прямо, что такое интуиция? Давайте поговорим. Вот мне, например, самому интересно, как же я так вот живу. Что такое интуиция? Знаю, почему не знаю. Знаю, почему не знаю, да. Вот, например, национальная коллекция и орнамент. Ведь, в принципе, ведь можно уже было бы назвать конкурс «Орнамент», фестиваль «Орнамент», да, там концерт «Орнамент». Все, что по идее, абсолютно то же самое, что национальная коллекция, что орнамент. Они абсолютно, в общем-то, однозначны, равнозначны по идее, по идеологии, ну, в смысле, по наполняемости. А если вы возьмете вот сами названия, да, чувствуете, в этом во всем есть какая-то, можно слово, только вы не выжили, но какая-то провинциальность. Нафталин. Ну, даже нафталин. Кружева какие-то, хотя орнамент, можно сказать, орнамент, как в анекдоте, да, говорит, папа, пришли мне, нет, чтобы написать, папа, пришли мне, пожалуйста, папа, пришли мне, пожалуйста, денег, так, и здесь, да, вот, как бы орнамент, можно сказать, это орнамент, но все равно орнамент, вот как-то не то. А национальная коллекция, и вдруг вот мы нашли знак, кстати, вот опять-таки, видите, вот этот вот здесь вот, видите, у меня фишка, вот, видите, национальная коллекция, и нашел НК, и как-то все вот как-то все сложилось. И это вот проект, он дает нам, музыкант должен играть постоянно, знаете, для того, чтобы еще пополнять какое-то свое знание, свои какие-то эмоции, развиваться, он должен играть с другими музыкантами. А для того, чтобы играть с другими музыкантами, ты же не можешь, ну, это, во-первых, финансово, поэтому ты должен представить государству некий проект, который тебе по возможности дадут деньги. Теперь следующая тема взаимоотношений с государством, но это длительная тема. Это надо попадание
И еще возвращаемся к тому, что нужно быть переговорщиком. Я, по-моему, там вот сейчас себе написала, это единственное, что я еще не затронула. Понимаете, вот наша профессия, вот закрывая уже нашу тему практически, и я думаю, что я своим сегодняшним общением с вами это доказала. Самое главное в нашей с вами профессии, просто если этим вы не обладаете, лучше уходите, это быть переговорщиком. Если в коллективе нет переговорщика, вы ничего не сможете, даже самую-самую наилучшую идею. Потому что в разговоре, когда вы говорите с человеком, даже каждое лишнее ваше слово, она может, вот чувствовать, как только партнер на секунду заскучал, идите домой пить чай. Все, до свидания, ничего не будет. Он не запомнит, вы должны, я не знаю, как это делается. И, в общем, это тоже, знаете, как вот, это дар. И это не значит, что я такая талантливая, я клянусь вам. Это просто, у меня вообще, я даже на видите, я даже не умею, блондинка, даже не могу на компьютере работать. Я вот так вот печатаю. У меня, я там не владею ни тем, ни тем, ни тем. Наверное, единственное, чем я владею, это переговорщик, переговорами. То есть вы должны взять за кадык вашего партнера и давить до тех пор, пока он не скажет «да». Но он должен сказать «да» только потому, что это ему нужно. Потому что если он скажет вам, что вы на него просто надавили, то завтра он начнется и скажет, что вы ему не нужны. А у меня есть такие, например, партнеры, которые не берут нас во Владимире. Она уже говорит, ну она когда я говорю, ты мне обязательно вам перезвоню. Ну вот у нас опять вот там вот что-то там такое, мы рядом с Москвой, нам опять спустили, значит, там. То есть Владимир в шаговой доступности от Москвы, там этих музыкантов как грязи. Вот. И она говорит, ну вы знаете, вы мне звоните, потому что без вас скучно. Я говорю, Аня, ну все, говорю, это уже, говорю, хотя бы комплимент. Понимаете, то есть вы должны быть такими же яркими в переговорах, потому что и еще, но эта яркость тоже можете записать. Знаете, она, что придает вам яркость? Яркость вам придает уверенность в вашем артисте. Вот мы вернулись на круги своя. Смотрите, как мы начали, да? Прошли с вами через все круги ада нашего с вами, да? И вернулись опять на артиста. Понимаете, да, меня? Мы вернулись с вами к главному. Если я уверена, что сегодня зал встанет, понимаете, да? Если я уверена в том, что половина зала женщин влюбится в этого музыканта, ну не с точки зрения у меня, ну как бы вот просто... Потому что им будет интересно, что он им рассказывает. Я уверенно разговариваю с вами. Если только я в чем-то не уверена, я не смогу с вами разговаривать столь убедительно. Понимаете? И поэтому тот товар, если хотите, творческий товар, которым вы будете владеть и продавать, он должен быть 100%. И вот я вам могу сказать, а 100%, вы думаете, вот у нас после каждого концерта уже 33 года играет на этой дуле, понимаете, и уже все, уже преподает, уже ученики есть, и все. И каждый раз после... Да, на контрабасе, он преподает сейчас в университете. Да. Понимаете? И, пожалуйста, милости просим, кстати, кто хочет начать, но только запомните, это будет кровавые бои. Даже руку будем ломать. Значит, что-то я вам говорила-то. Уверенность в артисте. В артисте, да. То есть, понимаете, если... И казалось бы, я все равно после каждого концерта идет разбор. И это ваша задача. Вы должны чувствовать. Но для этого вы должны быть еще и профессионалом. Все-таки. Но я-то еще музыкантка, всего прочего. Все-таки вы хотя бы должны... Вы должны подсказывать, вы должны быть уверены в том, что он это сделает. Потому что я могу сейчас нафантазировать, понимаете меня, там сделай вот то-то, то-то, а он этого не сможет сделать. Поэтому все равно все, сначала было слово. Помните, да? Вот сначала была идея, сначала был тот музыкант, тот артист. Сначала вы его нашли, а вот потом вы с ним начали работать. И в этом вы должны быть 100% уверены. Если у вас нет такого музыканта, значит, ищите. Нельзя впихнуть невпихуемое, нельзя продать непродаваемое. Можно,
Но очень быстро потом это все. Вот давайте так, но я не буду называть имя, хотя певица сегодня там обсуждать не надо. Да. Понимаете, вот певица вдруг взлетела, вдруг бабах, бабах, бабах. Я знаю таких несколько. Собственно, где она? Образование. Потому что закончились тоника, доминанта, субдоминанта, но еще третью, шестую она как-то подключала немножечко. А потом бабах, и это все прошло. А потом стали повторы сплошные. И все сплошные повторы, повторы, повторы. А зритель не дурак. И все это одна и та же песня. И человека нет. Хотя, казалось бы, вот он, только что он был. И так, поверьте мне, со многими коллективами. Коллектив большой, все значимый, великий, все. Вдруг смотришь, я понимаю легко классикам. Квартет Берлинского, да? Ну, я понимаю, конечно. Бородина, которую я говорю, да? Ну, в смысле Берлинского, да? Я понимаю, ну, ты открывай ноты и играй. И меняй себе этих музыкантов. Это уже как бы... А вот если мы говорим о чем-то таком сверхоригинальном, ты должен рождать идеи. Не бывает заслуг прежних. Бывают заслуги только сиюминутные, теперешние, настоящие, вот в этот данный момент. И иначе домой на пенсию, картошку копать, Дед Мазай и Зайцев. Я вопросы слушаю и заканчиваю. Да. Когда вы организуете фестиваль, какую мотивацию для привлечения спонсоров вы используете? У меня нет спонсоров. А я объясню вам, спонсоров уже нет сейчас. Какие спонсоры у нас? У нас спонсоры будут только в одном случае. Спонсоры будут, когда у нас будет закон о культуре. Когда спонсор сможет отдавать деньги не государству в налоги, а у него будет выбор. А сейчас это не спонсоры, это рекламодатели. Тогда ты продаешь рекламу. Какой спонсор? Ну, какие спонсоры? Сбербанк просто берет площади у тебя, а сейчас площади у нас, например, в Петербурге, к слову, мы уже не вывешиваем рекламу. Один носитель 30 тысяч рублей. На город их надо сделать 20. 600 тысяч рублей вы не положите. Так какой спонсор? Зачем я буду искать Сбербанк, когда я вам честно скажу, я иногда просто вообще не вывешиваю рекламу, что продастся, и я по совокупности, вложения в рекламу и просто продажи билета, я понимаю, что мне не надо было вкладывать в рекламу. Я пару раз так вот попала, начинаешь, развесил рекламу, а зритель... Она таких денег стоит. Она билет же даже тоже будет дороже, да? Она не окупается. Поэтому никаких спонсоров. Где вы спонсоров видели? Я не знаю. Я вот этого не знаю. Вот на этот вопрос я вам не могу ответить. Вот там реклама в интернет уходится. Да. Так, я слушаю вас внимательно еще. А где вы преподаете контрабас? Миша, это к тебе вопрос. А что? Контрабас где В преподаете? Академии культуры. Я Класс. преподаватель Академии культуры Петербурга. Доцент. Доцент все скажет. Да. Да, то есть вот с этого года я педагог. Но может частно преподавать, Официально. пожалуйста. Я давно преподаю уже мастер-классы, но вот официально с этого года. Я слушаю внимательно вас. Неужели я не вызвала у вас никаких вопросов? Нет, все очень интересно, спасибо. Вопрос простой. Вот я с детьми занимаюсь. Насколько вот эти подходы продюсерские нужно передавать детям, насколько им нужно внушать то, что они, я готовлю к сцене, и они, когда выйдут на сцену, должны быть интересными. Я скажу, отвечу очень быстренько. Угу. Занимайтесь с ними, знаете чем? Пусть педагоги занимаются с ними инструментом и тому подобное. А вы занимаетесь с ними любовью к России, к людям, к папе с мамой, к природе и тому подобное. И как только у них возникнет мотив того, что они хотят высказать вот, лично об этом, о родине, о маме, о папе, и они захотят это так, что у них переть будет, понимаете? И вот тогда вы подготовите к сцене. Инструмент, как вот этот дирижер, гениально. Вот я вам, Маша, я перешлю, можете потом вот... Он говорит, нет музыки, есть только мотивация. Вот он, вот я просто вам могу сейчас это открыть, и просто вы прослушаете. Нет, это он говорит оркестрантам Уральского симфонического оркестра, которые, извините, по всему миру катаются. Они говорят, там сбунтовались, хотели поуходить, там он пришел, старый, толстый, здоровый. Знаете, ничего нет. Есть только мотив. Вы готовите... Нет, есть две различия. Вы готовите их просто к профессиональной деятельности преподавать. Почему нет? Очень хорошо. Пошла в школу. Если у нас дети
просто будут каждый играть на рояле, писать картины, играть на балалайках, и при этом они будут, я не знаю, там, трактористами, менеджерами, там, не знаю, там, продавцами, неважно, это будет от этого только лучше. Это тогда просто будут высокообразованные люди. Это одна категория. То есть вы практически 90%. Сейчас у нас спор огромный. Вот с Димой Гринченко мы там делаем школу в рамках Сочинского фестиваля. И есть одна... Выездной такой, да? Да, ну как, у нас школа каждый год там. Есть одна категория школы. Они готовят солистов. А я убеждена в том, но это в нашем деле, хотя я уверена в том, что и в классическом то же самое. 98% этих музыкантов, они будут либо ансамблистами, либо оркестрантами. Они не будут солистами. Понимаете, поэтому нужно подготавливать психологию. Это разная психология. Если ты когда-нибудь хоть немножко поработал оркестрантом, ты никогда не будешь солистом. Это все, это ломка психологии. Я вам могу 1000 примеров таких привести. И поэтому, чем мы с вами занимаемся? Вот вы в большей массе своей занимаетесь подготовкой педагогов и оркестрантов. У нас вообще говорят, мы занимаемся продвинутыми слушателями. Да, или, кстати, продвинутые, это тоже очень важно, уметь слушать музыку. Понимаете, да? Это вообще, это, боже мой, это прекрасно. Раньше Тимирканов, оркестр Тимирканов, я еще с Левитом была знакома, с его менеджером, это великий еврей всех времен и народов, который еле-еле еще уже ходил. Я заходила, маленькая девочка, 28 лет, а он вскакивал и быстренько пиджак одевал, понимаете? Вот какая культура была, да? То, чего сейчас нет. Дирижер из... Нет, помнишь, да? Не будем говорить уже. Знаешь, захожу, села за стол, вдруг подходит молодой дирижер, и так вот мне рукой вот так вот. Я обалдела абсолютно. Женщина сидит, то есть, видимо, я его место заняла. О чем вообще говорите? Мы сейчас живем в какие времена? Я просто, ну ладно, слава богу, Миша какой-нибудь быстро вскочил, быстренько мне стул поднес, но я к нему взяла, села спину. Вот то. Ну ладно, это не важно. К чему я это говорю? Поэтому мы воспитываем другой абсолютно. А вы о солистах, о каких музыкантах? Мы говорим об 1-2% тех, кого мы воспитываем. И вот этих 2-3% им должно переть. Они должны... Мы никак не можем понять. Дело вот это никому вообще не надо. А у вас есть музыкальное образование? Я дирижер, я же вам сказала. Да, вы говорили. Но То есть вы работали хоровым дирижером? Но ведь вы стали, значит, человеком не самым последним в этом деле, понимаете? А знаете почему? Потому что я знаю четко процесс. Нет, я понимаю, но детей-то надо готовить к тому, что они не просто будут сидеть и в классе сдавать, а на сцене, что музыка – это сцена прежде всего, вот о чем речь. А вы опять говорите о сцене как о лошади, а я вам говорю о мыслях как о лошади. Лошадь – это мысли, понимаете? Лошадь – это мысли этого человека. Если у него будут мысли, он будет, может быть, он в театр пойдет. Музыкальный, не на сцену, а может быть он просто возьмет, соберет у себя, я не знаю, там, как раньше, в наше время, да, собирались народные театры, то, что вообще заглохло. Вы посмотрите, у нас же нет народных театров, это было целое движение. Народные театры, вы наверняка же тоже были в народных театрах, у меня было в нескольких народных театрах играла. Понимаете? День рождения в Сигнеевых был вчера просто. Ну, понимаете? Они сыграли нам. Да. Понимаете, то есть важно, что вы воспитываете не музыканта, который играет на пиле. Абсолютно не важно, на чем он играет. Понимаете? А важно это то, что он несет. Извините, конечно, но опять возвращаемся. Важно, какого человека вы воспитали. Кодекс коммунизма. Конечно, конечно. Русский человек без идеи быдла. Знаете, да, вот эту фразу. Поэтому вы простите, пожалуйста, вот вы до того, как он выйдет на сцену, он еще должен быть интересен. Понимаете, вот я с вами сижу, я чувствую, смотрите, молодой человек смотрит на меня. Понимаете, он не ушел. Он смотрит, потому что ему интересно. Почему ему интересно? Потому что у меня есть чего ему сказать. И не важно, что я не играю на рояле. А те пианисты, которые иногда выходят и играют на рояле, лучше бы они сидели дома. Нет, даже не говорили. Понимаете меня? Потому что важно, чтобы вам было что сказать. Как вот это дирижер, еще раз, я, Маша, перешлю, я не знаю, можете куда-нибудь там в филармонии взять, разместить. Понимаете, мотивация, что хотим-то?
я хочу поиграть. Я помню, знаете, сейчас все, и закажи. Дали мне преподавать. Меня тоже пригласили в Академию культуры, хотя я ее сама закончила. Вот. Я 7 спектаклей поставила, просто в музыку не пошла, я поставила 7 спектаклей. Вообще я закончила курс с Андреем Могучим. Да, это был тогда тоже было образование. Хотя в Институте культуры. И заочно, заметьте. Мы с ним закончили. И они говорят, будешь преподавать менеджер. Это был единственный мой опыт, больше никогда же. И собрались такие детки, и все, значит, он сидел, отсюда, знаете, мальчик пришел, такой муфточка, он был такой хорошенький. Я говорю, значит, первый урок на завтрашний день, мне там на какой-то день, неважно, напишите мне, зачем вы пришли в эту профессию. И, значит, идите, через неделю они пришли, я говорю, ну, девочки хотя бы скромно потупили глаза. Не знали, зачем пришли. А этот сидит и говорит, вы знаете, я пришел в эту профессию, чтобы светиться в лучах рампы. Я сказала, знаешь, где ты будешь светиться? Понимаете, да, меня? То есть вот она мотивация. Если нет мотивации, мы с вами все равно, вот национальная коллекция, царица песни, все равно я хочу рассказать людям, какая красивая царица песни, какая она русская песня. Чтобы вы, вот молодые, вот эти девочки, мальчики, чтобы они полюбили, вот чтобы они не слушали, понимаете, да, меня? А чтобы они ехали в машине и издалека Волга, да? Течет, долго, то есть течет река Волга, понимаете, да, чтобы они мне бы этого хотелось. У меня лично, как у продюсера, есть сверхзадача. Я хочу вот этого. И дальше все назад. Конечно, безусловно, существуют деньги, мы все должны с вами зарабатывать. Никто этого бесплатно ничего не делает. Если ты после 40 делаешь что-то бесплатно, то жизнь твоя как-то не удалась, как сказал Владимир Чернов. Но все равно есть сверхзадача, понимаете? Какая-то. Ты что-то такое делаешь, что-то, что тебя дальше несет. Ты не можешь просто дайте ответ на ваш вопрос. Пришел в комитет, сказал, дайте денег. Я хочу сделать фестиваль национальной коллекции. Почему? Хочу. А зачем? А что зритель услышит? А какая у вас задача стоит? И эта задача должна быть не просто у вас, ну вот я хотелка ваша. А может, эта хотелка не нужна сейчас стране, зрителю, слушателю. Вы должны четко это определить. Понимаете, да, Линия? Я как раз хотела узнать про вашу мотивацию. Мотивация вот она. Моя мотивация русской культуры. Даже не так, национальная. Я вам скажу честно, в России нельзя заниматься только русской культурой, потому что мы с вами, надо обязательно заниматься русской культурой. Но все-таки мы живем в многонациональной стране, так было испокон веков. У нас были от Ямала, там эти все нанайцы, кто-то, и мы, заметьте, страна, которая не уничтожила ни один народ, населяющий нашу страну. У нас до сих пор все живы. В Коми приезжаешь, Маша Балмастова говорит, у меня должно быть 30% в любом концерте, 30% музыки Коми. Вот так. Понимаете, да, меня? Хошь, не хошь. Поэтому это вот так. Ну ладно, да, все. Еще один вопрос можно? Каким образом вы собираете, вот про афиши вы сказали, да? Каким образом еще вы информируете? Интернет. Какие каналы? Facebook, Instagram и тому подобное. Но это вот надо Ваню вызвать Швамбу. То есть вот он вам такой. Я использую людей, которые этим занимаются. Вот эта профессия, просто честно скажу, абсолютно людей, которые... интернетом все-таки людьми информируете. Да, информирую людьми. Я просто-напросто... Дальше нанимаются конкретные люди, специально обученные. И, так сказать, вот это технология. Вот я вам скажу, это технология. Но прежде чем вы будете это двигать, нужно все равно найти какой-то определенный... На что вы двигаете? Но ведь там же в интернете тоже не идиоты сидят. Они же вот так вот делают, вот так. Ой, нет, да, вот так. Не так, а у кого как настроено. Да, у кого как надо, да? То есть они же вот так делают. Им нужно... Оп! Что? Вот это должны придумать вы. Вот это что должны придумать вы. А все остальное специально обученные люди. Все. Спасибо. Давайте Попали. Все, спасибо большое. Было легко с вами.
не надо